Важнейшее видео на нашем канале. Мы подводим итоги 2024 года. Мы смотрим на то, что произошло и как нам дальше жить. Покупать ли нам квартиру в Польше или нет. Эти все данные, о которых мы будем говорить сегодня, это безопасность. Это способ человеку осознанно и безопасно принять решение. И лично его, лично в его жизни, покупать ли ему квартиру или нет. Пожалуйста, помоги нам. Помоги и раскрой нам эту тему сегодня. История нам нужна для того, чтобы не допускать ошибок. Если мы посмотрим на аналитику, которую приготовил для нас Народовый банк польский, то есть государственный банк Польши, мы сможем определить тенденцию движения рынка вверх или вниз. Наверное, понять для себя, нужно покупать или не нужно, или хотя бы посмотреть, что делают десятки тысяч, сотни тысяч людей в этой стране на протяжении года, квартала, и подумать, как действовать дальше. Да, в покупке недвижимости, в таких больших покупках очень решает тайминг. Возможно, после этого отчета сегодня, да, люди поймут, что, блин, рынок падает, все плохо. Но для кого-то это хорошо, потому что кто-то этого и ждал. Я. Например, я и ты. Да. Ты должен понимать, что для риэлтора дорожающий постоянно рынок — это не прикольно. То есть, несмотря на то, что все риэлторы говорят во всех странах, которые продают инвестиционную недвижимость, типа Дубай, Бали, еще что-то, постоянно Мгм. дорожает, давай покупай сегодня, завтра продашь дороже. Наверное, это не про Польшу. То есть для меня прикольно, если рынок дешевеет, если квартиры дешевеют, потому что больше людей будет покупать. Да, да. Квартиры становятся доступными, и комиссия там будет отличаться в копейки, но комиссии будет больше валово, да. Как бы мне было бы классно, я бы лично хотел, я бы радовался, если бы эти квартиры не росли в космос, как до этого, постоянно, Мгм. да. Если хотя бы цена задержалась, и у людей появилась хоть какая-то стабильность. Класс. Давай цифры. То есть я по стороне людей, а не инвесторов, которым типа надо спекулировать и зарабатывать. Ну, ты же понимаешь, это все относительно. Сегодня человек, который сегодня купит квартиру, он моментально переходит на сторону инвестора. Все, он заинтересован только в том, чтобы росло. Те, кто не зашли в сделку, они говорят, пусть все падает, тонет, потому что мы ждем выгодного времени. Поэтому, да, это экзистенциальный вопрос извечно. Рапорт за 24 год начинается с классной таблицы, а именно сколько новых объектов застройщики вводят в эксплуатацию, потому что первичкам, как мы знаем, это локомотив всего рынка. И сколько сейчас в продаже есть квартир. Интересная статистика, что каждый квартал застройщики вводят 9 тысяч квартир по всей Польше. Мгм. Что в целом немного. Раньше было больше. То есть сейчас застройщики вводят меньше жилья, чем в 23-м, в 22-м и так дальше. Тем самым понятно, что уменьшая предложение. И примерно же такое же количество квартир покупается, потому что последний год от застройщика выставлено примерно всегда одинаковое количество — 50 тысяч квартир, Мгм. что в целом много, потому что раньше, несмотря на то, что вводили больше квартир, больше продавали. Последний год у тебя появляется и продается одинаковое количество, и ты можешь выбирать из 50 тысяч квартир по всей Польше. Это Мгм. хорошо, потому что у нас есть выбор. Сейчас рынок позволяет тебе выбирать то, что ты действительно хочешь купить, а не то, что просто осталось, Да, потому что кто-то опередил тебя. по остаточному принципу. Это хорошая тенденция, потому что так и должно быть. Да, рынок должен быть, предложение должно быть большим. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Самый важный вопрос для всех, кто купил недвижимость, уже купил, да? Насколько подорожали квартиры в Варшаве или в Польше за этот год? Да. С четвертого квартала 23 по четвертый квартал 24. Ответ. Есть две цены, на которые нужно обращать внимание. Цена номинальная и цена фактическая продажи. Номинально все начали и захотели продавать квартиры на 11, на 12% дороже. Но По продали. сравнению с 23 годом. Да, да, да. Понял, понял. Но после всех торгов и так далее продали на 6% Ага. дороже. То есть номинальная стоимость продажи
Выросла на 6%. Рынок вырос на 6%. Это в Варшаве. Эту цифру в Варшаве, да? Да, и на первичке, и на вторичке. Эту цифру надо осознать сейчас. Мне надо где-то 5 секунд, чтобы я понял, что происходит. Если ты купил квартиру в 23 году за 1 000 000 злотых, через год ты на ней заработал 60 тысяч злотых Злотых. на каждом миллионе. Да. Да. Это Да. вот именно ты купил и ты продал. То есть, Реально. да, реально. Ну, реально Да, потому продал. что А номинально, не вот это вот номинально, всё. да, когда мы смотрим на цены, мы такие, все продают по 1 200 000, или там Да, по по 1 100 000, 1 100 000. да, и ты такой, номинально за год я заработал 100-200 тысяч, но Мгм. фактически ты заработал 60 тысяч. Окей. Какая инфляция была в прошлом году, ты не знаешь? 6. То Ну, есть, получается, ты смотри, условно в ноль вышел? если мы говорим про инфляцию, которую нам обещает, декларирует Коллеги. Ужонт, Мгм. это 3,5-4. Если мы говорим про инфляцию на товары общего пользования, типа соль, сахар, Мгм. бензин, Презервативы. именно, то тогда, конечно, это где-то 8%. А можно вопрос? Как получается эта ситуация? То есть, недвижимость выросла на 6%, инфляция реальная условно там 7-8%. Это что обозначает вообще в рынке, для простого обывателя? Какой он вывод из этого может сделать? Ну, хороший Иди вопрос, глубинный такой на самом деле. Извиняюсь. Смотри, кто-то может сказать, что это уже коэффициент какой-то перегретости рынка, на Мгм. самом деле, потому что Мгм. есть стройматериалы, за которые строится дальнейшее жилье. На самом деле мы можем с тобой смело утверждать, что в целом Варшава пока что дошла до какого-то своего пика по готовности людей покупать недвижимость. Почему только Варшава? Потому что в целом по Польше транзакционная цена выросла на 10%. Ага. Кроме Варшавы, вся другая Польша выросла на 10%. То есть Окей. чуть-чуть обогнала уровень инфляции. Что, наверное, здорово. Здорово в плане не прекрасно, а здорово в плане это здоровая экономика. Так должно Мгм. быть. Мгм. Вот примерно так. Ну да, Это чуть-чуть недвижка, прирост ее должен желательно обгонять хотя бы инфляцию, чтобы это было экономически выгодно, рынок дальше двигался, развивался. Короче, капитализм получается. да, да, А да. Варшава словила штангу и сказала, хотим продавать за 11, по факту все попродавали, если усреднить, по 6, и получается это даже там не перегнало инфляцию, Да, именно так. да? То есть в Варшаве уже дорого. Дешевое жилье начинается от 4000 долларов за квадрат на первичке. Это дешевое. Но 4000 за есть и квадрат. за 6, есть много и за 8, много и за 10 уже есть. И тут как бы вопрос покупать за 500 тысяч долларов или за 300 тысяч долларов квартиру в Варшаве, Мгм. квартиру, и не самую большую, Да. или виллу в Марбей. Там мы даже не знаем, где это. Ты представляешь, насколько это классно. Но опускаемся на землю, давай покопаемся еще в цифрах. Какие есть цифры? Мгм. Расскажи, я позадаю вопросы. Как простой обыватель. Ну, инфляция, стагнация. Ну смотри, на самом деле еще очень важный вопрос — это пузырь. Да, очень важный, Мочевой. значит, очень важный вопрос. Да, это пузырь на рынке. Да, и существует ли на рынке Варшавы сейчас пузырь? Мгм. Потому что варшавский рынок всегда называли пузыревым, даже польский рынок пузыревым, потому что он тупо очень быстро-быстро растет, да. Мгм. И самое важное то, что коэффициент роста цен недвижимости согласно росту зарплаты в этой стране Мгм. остается неизменным уже много лет подряд. Мгм. То есть по факту люди дальше могут себе позволить то же количество квадратных метров за одну зарплату, что и год назад, что и Мгм. 2 года назад, что и 3 года назад. Во Окей. Варшаве это примерно полквадратного метра за одну месячную среднюю зарплату. А Лодзи — это 1 квадратный метр за одну Ну, месячную я помню, у зарплату. нас Лодзь лидировал еще тогда даже. Мы Мгм. делали когда отчет, Лодзь уже хорошо показывал. То есть экономически, в целом, с точки зрения инвестиций, Лодзь пока перформит лучше всех. Пока да, пока да. А Варшава, наоборот, как будто начинает отставать из-за перегретости. Да, из-за Ну и перегретости. это логично, потому что все, что хотят в столицу, так всегда было испокон веков. Все сюда тянутся в столицу, и лендлорды, которые здесь есть, хотят максимально на этом заработать. Продать, флипнуть, купить новое и Ты так просто далее. должен понимать, что этот рапорт, он фиксирует реальное количество сделок и Да, реальные суммы, но он не объясняет, почему так было. да, И да, тебе нужно да, всегда конечно. смотреть на внешние факторы. И слушать умных людей, М, чтобы понимать причинно-следственные связи. Давай их позовем в следующий раз и послушаем. Так, нет, ну ты умный. Да-да, я понял. Прибедняюсь, типа, почему квартиры сильно не дорожали? Потому что спроса аж такого не было большого. Почему не Мгм. было большого спроса? Все ждали,
когда в начале 25-го дадут дешевые кредиты под 0%. Новую акцию все Да, ждали. все прям держали, ждали, 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 и их не дали. Мгм. Если мы посмотрим на то, на рапорт за начало 25-го года, который будет, к сожалению, только через полгода, Мгм. мы увидим, что уже в этом квартале количество транзакций выросло минимум в 2 раза. Потому Мгм. что все не дождались этого нулевого процента, и все прям кинулись покупать. Так как мы снимали пару месяцев назад рапорт за второй квартал, я говорил, что третий, четвертый кварталы, они, конечно, дадут усадок по количеству. То есть мы это видим уже, что тенденция пошла на то, что люди перестали покупать. Этот рапорт, который вышел, он как раз подтверждает. Мгм. И если говорить про то, что сегодня происходит, и мы увидим это в цифрах через полгода, то мы увидим, что рынок сейчас ожил. Да, Набирает обороты да, опять. потому что конкретно была такая узкая причина, почему люди перестали покупать, потому что ждали дешевых кредитов. Окей. Их не дали, люди пошли покупать дальше. Я хотел добавить только по поводу вот как раз пузыристости, да, Мгм. это важный момент. Как только жители Варшавы за одну зарплату смогут купить 0,25 квадратного метра, а не 0,5, Мгм. не пол, тогда этот рынок действительно можно считать рисковым. Есть просто мировая какая-то... В мире принято считать, что пока этот коэффициент составляет 0,3 и выше, пузыря в стране или в городе нету. Мгм. Как только средняя зарплата по рынку перестанет догонять рост цен на недвижимость, вот там появляется пузырь. Вот пока что мы в безопасности, Ну, и можно так идеальная сказать. ситуация — это когда ты можешь купить 1 квадратный метр за одну свою ЗП. Если Это прям классно, да, да. И наоборот, бывает плохо, если ты можешь купить больше квадратных метров за одну свою ЗП. Экономисты говорят, что если условно... Это некрасивое, знаешь, выражение, если условно уборщица может купить себе на зарплату квартиру, то что-то в этой стране не так. И тут как бы М. ничего, ну, никоим образом не хочется обидеть уборщицу. Наверное так, если условно люди с очень низкой зарплатой могут себе спокойно покупать недвижимость, в этой стране обычно что-то не так. Короче, тут тоже экономика недостаточно сбалансирована. Абсолютно. В Хорошо. таком случае я тебе уверяю, что цены на продукты и так далее, и бизнес в этой стране вообще не работают. То есть хороший пример Узбекистан. Там, по-моему, там чуть ли не бесплатно квартиры раздают, но все люди оттуда убегают. Мгм. То, что есть другие факторы. Насколько цены выросли по соотношению с 23 и 24? Да. Сколько сейчас за что можно купить? Цена реальная, транзакционная. У меня сейчас перед глазами график роста цены на аренду по Польше. М. И мы видим, что за последние пару лет вообще цена на аренду не поменялась. То есть мы фиксируем цену 85 злотых за квадратный метр, это средняя по Варшаве, и 70 злотых за квадратный метр по другим крупным городам. По Лодзе это 50 злотых, 55 за квадратный метр М. аренды. Наш фантастический То лот. есть, грубо говоря, 100-метровая квартира по Варшаве стоит 8500. Да. 40-метровая квартира по Варшаве стоит 3400. Кроме этого еще доходит, конечно же, удержание квартиры, поэтому... Change, медиа. Да-да-да, поэтому грубо там 15 злотых за квадрат. Поэтому Варшава, адекватная цена за аренду в адекватном жилье, имеется в виду, это не старый бабушатник Мгм, и мгм. не что-то там супер премиальное на тяжелом люксе, это 100 злотых под ключ за квадратный метр. То есть за 40-метровую квартиру в Варшаве в хорошем районе тебе нужно платить со всеми оплатами 4000 злотых. Мгм. Иногда это может быть 4200, 4300, да, но это вот адекватная цена за квартиру. Если это больше, то она, скорее всего, не оправдана. И точно так же в Лодзе. За 40-метровую квартиру совсем ты должен заплатить 2 500, но не больше. Это аналитика, которая показала отчет Да, отчет показывает среднюю цену, почем сдаются квартиры. в аренду. То есть, если тебе такую квартиру предлагают дороже, то есть или с самой квартирой что-то должно быть, что сильно увеличивает ее стоимость, или владелец поляк, поляку сдал бы дешевле. Вот это должен понимать. Окей. Это интересная цифра с точки зрения принятия решения для тебя, да, покупать квартиру или нет, и брать ли кредит. Когда я думаю о том, покупать ли мне недвижимость, я ее планирую там, если брать, то в кредит. Да, я хочу брать больше, первый взнос делать, в целом все равно в кредит. У меня нету сейчас там 250-300 тысяч евро отложенных. Я сравнивал рынок, да, мы с Мириком посчитали ипотеку, с которым у нас был подкаст, мы посчитали просто ипотеку, мою сдольную кредитовую, и там была такая ситуация, что ставка будет выходить где-то 7 тысяч злотых. Я посмотрел, какую Это квартиру... за почти миллион Да, или да, миллион да, да. злотых Ну, ипотеки твоей, да? как бы, да, там 1 000 000 или 1 200 000 мы брали Мгм, квартиру. мгм.
общую стоимость. Я посмотрел, что я могу купить за эти деньги, да, и при этом какие квартиры сколько сейчас стоят. Так вот, разница такая, что за 1 200 000 я могу купить квартиру только где-то далеко от центра, а для меня важен центр, да, Варшавы. Это не воля. Я не могу купить квартиру, которая мне нужна на воле за 1 200 000, там, за миллион. Но при этом снимать я могу сейчас эту квартиру на воле дешевле. Вот. И, соответственно, вот это вот понимание этой цифры дает нам понимание, сколько сейчас релевантна ипотечная ставка с тем, за сколько ты можешь снимать эту квартиру, Мгм. да? Польша ипотека самая прям дорогая, на самом деле, в Европе. И до конца этого года прогнозируют, что она чуть-чуть подешевеет, ну, условно, до 6%, 6,5%, да, Мгм. но она дальше будет сохраняться. То есть вот этот баланс, он ну, почему необходим? Почему она должна быть дорогой? Потому что э, обычно вот ипотека, коэффициент ипотеки, он очень хорошо отображает реальный уровень инфляции в стране. Это значит, что инфляция в Польше там а-ля, ну, точно больше 7%. Да, да, Понял, да. понял. Кстати, вот есть еще классный график, который показывает рост цены постройки недвижимости под ключ. Мгм. То есть тебе, чтобы построить 1 квадратный метр, нужно заплатить рабочим и купить стройматериалы. В год назад, в конце 23-го, достаточно было 5200 злотых, Чтобы чтобы 1 квадрат построить. построить 1 квадратный метр, да. Мгм. Ну, имеется в виду уже при продаже потом, да. Ну, потому что есть коридоры, есть еще другие. Это мы не считаем, мы уже говорим про жилую площадь, которую человек покупает. Мгм. Сейчас это 5800. Мгм. То есть за год стройматериалы и зарплата подорожали. В нашем случае это, ну, почти 20%. Почти 20. Да, и какой вывод люди могут для себя сделать? Что Стройщики не будут в минус себе продавать недвижимость. Если дорожает зарплата, если рабочих толковых рук становится все меньше, потому что сейчас все СММщики или таргетологи, а строителей нет. А те строители, что есть рукожопы, понятно, что они, хорошие строители, будут получать больше денег. И стройматериалы тоже постоянно дорожают. Это вывод один. Скорее всего, жилье или будет плохое, или хорошее, но дороже, Мгм. постоянно. Потому что Окей. постоянно эта стоимость растет. Ну, я не знаю, существовал ли в истории момент, когда стройматериалы стали дешевле. Типа вот прошло 2 года, и это стало дешевле, чем было 2 года назад. Мне кажется, такого и не бывает. У меня сейчас интересная статистика по городам. Давай разберем несколько крупных, самых популярных среди наших клиентов, в том числе зрителей, городов. Посмотрим, сколько недвижимости в этих городах продается ежеквартально. Мгм. Сравним квартал к кварталу, год к году. Почем? Чтобы мы понимали тенденцию, вообще люди начали Куда мы больше и меньше двигаемся? покупать, и дороже или дешевле. Да? Например, что мы видим? Если мы говорим в Гданьске, в четвертом квартале 2024 года было продано на первичном рынке 890 квартир. Серьезно? Это мало. Ого, Да, ну это да, мало. это мало, да. А до В этого? в третьем квартале 880 квартир. То есть третий, четвертый квартал были прям слабенькие, да. Ну, а прошлый год есть? Да, ну смотри, но до этого было 1000 квартир, перед этим 1300, перед этим 1700. Вау. То есть за год, если сравнивать четвертый квартал 23-го и четвертый 22-го, Да. то начали Два- застройщики продавать в 2 раза меньше. В 2 раза меньше 24 и квартир. 23 ты сравниваешь сейчас. Да-да-да, в 24-м застройщики начали продавать в 2 раза В два меньше раза квартир, меньше. чем в 23-м на Вау. первичном рынке. По факту в 2 раза меньше людей просто начало покупать на первичном рынке. Это говорит про то, что, возможно, цены большие, а возможно, все ждали нулевых процентов. Ну и одно и второе точно нельзя исключать. Или это говорит о том, что ипотека большая, и у людей нет просто сдольности кредитовой, чтобы взять эту ипотеку. Ты Кстати, не думал знаешь, об этом? есть классное наблюдение, поделился мой друг, который по призванию аналитик, он анализирует вообще прям все. Мгм. И вот что он сказал. Когда кредиты были чуть дешевле, обрати внимание, что все квартиры были почти в 2 раза больше. С 17-го, там, условно, там, по 20-й год особенно, да, двухкомнатная квартира, самая маленькая, 40-метровая, но и по 50 есть много вариантов на рынке. Сейчас двухкомнатная квартира — это 32 метра, 34, 36, понимаешь? Ну, Потому что подстраиваются под рынок. да, застройщики подстраиваются под рынок, конечно. То есть они перепланировывают все, чтобы люди могли себе позволить, потому что 50 квадратных метров человек просто не купит Да. двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры были от 60 до 80 метров. Да ты что, это какие-то Сейчас, киевские размеры. вот буквально пару лет прошло, трехкомнатная квартира 60. начинается с 50, 48 можно найти. Прикинь? Мгм. Это когда ты в спальне бьешься локтями об стены Ну примерно. да, да, это каморка для Гарри Поттера. Да-да-да.
И вот тут как бы тоже, знаешь, всегда вопрос, а что покупать, первичку или вторичку? Сейчас вот вторичка пользуется большим спросом, потому что она просто доступнее, быстрее. Самое главное, ты там больше метра возьмешь за те же деньги. По Гданьску, да, давай еще пройдемся. То есть в Гданьске так оно выглядело. И на первичке средняя стоимость 13 тысяч. Как бы Мгм. первичка в Гданьске дорожает. То есть 13 тысяч это было условно в конце 24 года. До этого она дорожала 12 500, 12 300. Окей. На А, 500 злотых, там на 150 баксов подорожал квадратный метр. Да, 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 за год. Также первичка на самом деле стабилизировалась. Мы называем этот процесс стабилизацией, да, то есть там кто-то видит даже удешевление на 0,5%, где-то по городам. Но это ни о чем не говорит. Не уходя далеко от Гданьска, мы видим, что на вторичке средняя цена 13 200, до этого было 13, 12 800, Мгм. 11 800. То есть в целом на вторичке, что самое главное, а вторичка подорожала за год на 1000 злотых, а на Мгм. первичке всего лишь на 600. На вторичке было продано всего лишь 620 квартир На весь Гданьск, на весь Гданьск. ты прикинь, Да. да? Это не такой большой город на самом деле, но всего лишь 600. Важный момент, что до этого в третьем квартале 24 было продано 1300 квартир, Мгм. в 2 раза меньше. А до этого 1300, а до этого 1600, 1800. То есть, опять же, за год в третьем квартале, в четвертом квартале 23 года было продано в 3 раза больше квартир, чем спустя год в четвертом квартале 24 Мгм. года. Короче, простыми словами, квартир продается в 2 раза меньше. В Мгм. 24 году Да, квартира продается в 2 раза меньше. да, 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 все верно. Это по Гданьску. Но стоимость, как ты видишь, немножечко подрастает. И там, и там. Не сильно, Мгм. но на тот же уровень инфляции сохраняется. Краков, твой родной город, получается. Город-герой. Город-герой. По Кракову средняя стоимость продажи 15 500. Это в конце 24 Мгм. года. Мы так зафиксировали. А в целом, что важно, Краков подешевел по сравнению с предыдущими месяцами. О как. Потому что до этого по 16 тысяч продавалось. То есть чуть-чуть на То есть все, мы первичке. можем официально зафиксировать город в Польше, где цены подешевели. Да, 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 все верно. Поздравляю вас На всех. первичке. Поздравляю. Да, на первичном рынке Краков подешевел на 500 злотых. При этом я думаю, что не стоит откидывать декабрьские скидки на первичке у застройщиков. Потому что именно декабрь — это тот месяц, когда все покупают много первички, а застройщики активно дают скидки. До 10% застройщики в этом году давали. Возможно, поэтому вторички меньше продается именно в четвертый квартал, а первички больше. Если сравнивать с предыдущим годом, на 2000 злотых Краков подорожал в целом. То есть Мгм. было 13 500 год назад. Средняя стоимость на первичке квадрата сейчас 15 500. Это важно понимать, то, что несмотря на то, что в четвертом квартале первичка подешевела по сравнению с третьим кварталом, но если год назад откинуть, то она все равно на 2000 злотых подорожала. Если говорить про крупные города, то за год в среднем Гданьск подорожал на 1000 злотых. Краков за год подорожал на 2000 злотых по сравнению с предыдущим. Средняя цена там выходит сейчас 16 тысяч. Лодзь впереди планеты всей на 1000 злотых подорожал квадратный метр. Но в процентах это намного больше, чем Краков или все другие города, потому Ну что да, то, что там недвижимость стоила дешевле. да, там недвижимость в 2 раза дешевле почти, чем в других городах. Мгм. А Варшава. Варшава — это очень интересно. Варшава подорожала на 1500 злотых, Злотых. несмотря на то, что последний квартал цена транзакционная ниже, чем в третьем квартале. То Мгм. есть как бы есть тенденция немножечко на упадок, но если брать за год, все равно 1500 злотых квартиры подорожали. На что стоит обратить внимание, это на то, что в больших городах, то есть Лодзь, Варшава, Краков и так дальше, в среднем продавалось там, где 3000 квартир, сейчас по 2000 продается. Там, где 1000 квартир, сейчас 500. В 1,5-2 раза Объем квартир, рынка снизился, объем транзакций объем снизился. транзакций снизился, да. Окей. И опять же, это можно объяснить, я думаю, что ожиданием дешевых кредитов. Пока вот так. Ну и тем, что цены высокие. Табличка для инвестора. Очень интересная, которая нам показывает, какую ройку, то есть окупаемость в годах или в процентах, дает нам каждый город. Мгм. Согласно тому, что ты сдаешь эту недвижимость Мгм. в аренду. Мы сейчас про жилую недвижимость. Если мы говорим про интересные города, например, такие как крупные Варшава. В Варшаве окупаемость 5,5%. На протяжении целого года не менялась. Соответственно, стоимость аренды точно так же росла пропорционально росту цены недвижимости. Из самых, наверное, таких интересных городов, как всегда, Лодзь. Лодзь у нас рекордсмен, потому что в Лодзе у нас 6,5% окупаемости Мгм. годовой. Про Краков.
который всегда был, знаешь, мне кажется, недооцененным, но Краков всегда показывает, на самом деле, одну из самых низших окупаемостей. Это 4,7%. Несмотря на то, что он самый популярный среди туристов, студентов. Вот так вот выходит. Но средняя константа это где-то 5% по Польше, да? Да-да-да, то есть ты должен Ну понимать, все. что окупаемость где-то 19, где-то 21 год, где-то 18. Оно в целом в долгосрочной перспективе аж такой большой разницы не делает, Ну да. да. Это не в 2 раза, как по сравнению с другими странами. Это тебе не Бали, где Не, можно за 5 лет окупить не, все. не сказочные Бали. Да, да, да. Хорошо, зафиксировали. 5% средняя окупаемость, средний ROI по году у нас есть. Ну и важная информация по кредитам. В четвертом квартале выдано почти 20 тысяч кредитов, Мгм. 18 тысяч. В 23-м точно так же выдано такое же количество кредитов, несмотря на то, что была программа 2% кредита. Мгм. То есть мы говорим про то, что сейчас больше людей покупает в ипотеку. Если раньше 70% покупало за наличку, то сейчас 50% людей покупает за наличку, 50% в ипотеку. К сожалению, недвижимость становится более дорогая, и люди сейчас за свои деньги не могут позволить себе покупать недвижимость. Приходится прибегать к самым дорогим в День- Европе кредитам. Деньгам, да, к Да-да-да, ипотеке. чтобы покупать дальше. Что ты Этих думаешь мероприятий. по поводу этого отчета? Куда в целом идет рынок недвижимости? И исходя из твоей насмотренности, ты уже годами в этой недвижимости в Польше сидишь. Что у нас сейчас происходит? Климат для покупателя становится более комфортным. То есть многие говорят про то, что все, Варшава, или там, Польша перестала расти в цене, то есть мы приходим в какую-то стагнацию, мы приходим к проблемности, к пузырю и так далее, и так далее. На самом деле рынок не может бесконечно расти, да, то есть есть минимальный рост цены, который равен инфляции в стране, это здорово, это говорит про здоровую экономику, про экономику, которая не форсируется какими-то внешними обстоятельствами. И с другой стороны, покупатель сейчас в выигрышной позиции. Сейчас очень много объявлений как на вторичке, так и на первичке. Так много раньше не было, Мгм. потому что все раньше аккумулировали свои средства, вкладывали в недвижимость постоянно, сейчас хотят это продавать. Если я покупаю недвижимость, для меня это самое лучшее время, потому Мгм. что я могу торговаться, у меня есть огромный выбор в целом, и все. То есть я могу торговаться, у меня есть огромный выбор. Мгм. Если мы говорим про продавца или про застройщика, или про человека, который, как раньше, просто там что-то купил, сделал какой-то ремонт, продал, потому что Флипнул, people да? схавает и так, да, Мгм. то сейчас и застройщики должны задуматься над тем, а что они такого строят. Им надо быть конкурентными. Им надо теперь не просто строить, потому что все и так все Мгм. покупают. Им надо строить качественное жилье, потому что люди будут выбирать, люди будут смотреть. Им Мгм. надо строить более комфортное жилье и так далее. То есть сейчас вот реально надо заморочиться. Если ты хочешь купить квартиру, быстренько сделать ремонт и перепродать, твой дизайн, твой ремонт должен быть конкурентным с другими. То есть, если ты просто покрасишь стены в белый цвет, как это раньше все делали, да, и поставишь любую кухню и любые И фикус. и фикус, да, и то искусственный обязательно, ты уже не так быстро продашь, не так легко будет продать, потому что Окей. у людей есть выбор. Я считаю, что это хорошо. Я Мгм. считаю, что хорошо, когда есть выбор, хорошо, когда есть возможность торговаться. А Это как, значит, что товар, который ты покупаешь, должен становиться лучше, чтобы ты его купил. То есть для нас с тобой, как для покупателей, это хорошая тенденция. Я надеюсь, что так и будет и дальше, потому что бесконечно расти нам с тобой дорого и невыгодно. И наоборот, когда есть стабильность на рынке, ты можешь планировать свои действия на 5 лет вперед, а не на 2 месяца, потому что не знаешь, что завтра будет. Как ты думаешь, почему так много стало, так много и так резко стало объектов продаваться? Поляки и украинцы, там, те, кто продают, они думают, что будет война в Польше. Какая причина? Многие Ну, это ж, спекулировали. я же правильно понимаю, что сейчас квартир продается в 2 раза больше, чем в предыдущем году. То есть офферов на рынке в 2 раза Да. больше, чем в 2023 году. Да, только потому что купило в этом году меньше в 2 раза человек. Те люди, которые в этом году должны были купить, они не купили, поэтому квартир стало больше на рынке, не проданных. Если бы они купили, баланс был бы сохранен. Люди увидели, что дают дешевые Тогда кредиты. я другой вопрос дам. Э, Почему так мало покупают? Почему так мало покупают? Да, Мало покупали. Ну, я отвечал уже 10 раз, на самом деле, за это время. Я считаю, что мало покупали, потому что все ждали нулевых кредитов. да. Второй фактор — это то, что сейчас на границе у соседа война, да, то есть в Украине с Россией война. Понятно, что люди до сих пор не знают, насколько безопасно инвестировать в Польшу и чем это может грозить. То есть, подрезюмировав, твой вопрос не в том, что так много офферов на рынке и так много продают,
А тут вопрос в том, почему так мало покупают. Да, То есть, условно, график нарушился в момент, когда стали в 2 раза меньше покупать, именно. да? Стали в 2 раза Люди, меньше покупать. да, люди сначала в 22-23 накупили много жилья, потому что Мгм. понимали, что сейчас это все будет сильно дорожать. Потому что есть льготные программы, потому что началась война и так дальше. И надо обезопасить свою наличку, потому что наличка очень быстро в таких условиях Обесценивается. начинает обесцениваться. А лучше ее вложить в бетон. Понятно. А теперь, спустя год-два, люди понимают, что окей, мне уже в целом нужна эта наличка, то есть она уже там посидела, что-то подорожало, пора продавать. Просто проблема в том, что люди, особенно вот, ну, поляки особенно, они не хотят заработать там 5-6 годовых, они хотят 20-30 годовых. Вот в этом как бы вся А суть. так не будет, Так потому уже не что будет, и просто продавцам нужно понять, что они купили за 1 000 000, сейчас они хотят продать за 1,5. Но так не будет. То есть так не если будет. он продаст за 1 200 000, если выставит, она сразу уйдет, эта квартира. Если все это поймут, то на самом деле рынок опять возобновится. Просто продавцы хотят слишком дорого продавать, покупатели ждут льготных программ или не хотят слишком дорого покупать. Вот тебе и пауза на рынке. Вот тебе и пауза. Важно понимать, что мы смотрим статистику за прошлый год, М? не учитывая то, что уже в этом году происходит. В этом вся и магия, в этом весь и фокус Да, в этом начинается. весь фокус, то, что нельзя переложить информацию за тот год и сказать, что в 25-м Да. точно так же. Да-да-да. Потому что Трампа еще не было, и цены на, растаможку в Америке были другими. важно понимать, что в этом году все перевернулось с ног на голову. То есть все, кто не купили в прошлом, они хотят купить в этом и хотят купить как можно быстрее. То есть если мы говорим про какую-то, знаешь, такую неизменную величину, примерно 2-2,5 тысячи квартир в квартал, то есть 10 тысяч квартир в год покупается в Варшаве, или там 5 тысяч квартир в год покупается в Гданске и Мгм. других городах. Если в прошлом году этот баланс нарушился в меньшую сторону, добавь всех, кто не купил в прошлом году, плюс эти же 10 тысяч квартир в Варшаве или 5 тысяч квартир в меньших городах. То есть в этом году мы видим тенденцию к тому, что цены могут пойти в гору из-за увеличенного спроса, и количество транзакций, и рынок в целом ожил очень-очень активно. Мгм. В 2025. Да, как Ну бы что же, посмотрим. Посмотрим, друзья, с вами, кто победит, продавец или покупатель. Время покажет, и мы вернемся к вам с новыми выпусками и новой информацией. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.